Всем подписчикам интернет-канала Республика добрый день. Сегодня у нас в гостях Начин Чирюе, музыкант, известный не только на территории Республики Тува, но и далеко за ее пределами. Начин, привет. Приветствую. Сразу первый вопрос к делу. Сейчас в плане музыки, в составе какого коллектива ты выступаешь? Потому что крайняя наша встреча была посвящена обсуждению творческой деятельности такой группы, как Хартыга. Как сейчас дела обстоят? Сейчас дела обстоят более спокойно. Группа Хартыга у нас еще существует. То есть мы сейчас просто все заняты своими личными делами. То есть личные свои там какие-то проекты. Там. В данное время я сейчас, допустим, работаю в 2 проектах. Ну и третий проект, который вот сейчас на Новый год мы собрали, ребят попросил, чтобы они мне помогли, там бас-гитара, там электрогитара, барабан. Ну, в данное время я сейчас хочу сам именно играть на гитаре. Какие-то способности гитарные появились. Вот как. Нежданно, да? Ну да. И, ну, вы говорили, 2 проекта у меня еще готовятся. Это этнометалл проект и электронная музыка. Ну давай по порядку этнометалл расскажи. Это проект называется Арбай. Его идейный вдохновитель и лидер, так скажем, это Монгуш Слава. Наш друг, сейчас он живет в Абакане. Вот он раньше играл в группе Shadowcraft, и он сейчас решил собрать такой вот коллектив. Как-то людям, которые услышат с обратной стороны экрана в первый раз о таком проекте музыкальном, они могут ознакомиться, адреса, ссылки, где послушать? Она уже вышла на площадку. Проект называется Арбай. Ну, там 3 песни пока что вышли. Можете послушать ВКонтакте или на других площадках. Кто автор? Это как-то совместное авторство, либо кто-то отвечает за музыкальное сопровождение, кто-то за лингвистическую составляющую? Мы как ориентировались, чтобы этно было. И, соответственно, там тувинские народные песни. Есть новые придуманные, там, то есть, ну, там всего понамешано. Ну и самое главное, это тяжелый звук. Тяжелый звук. Кто за тяжелый звук отвечает? За тяжелый звук отвечает у нас там на гитаре Монгуш Слава, как я говорил, Руслан Гиздатов, барабанщик, Родион Кудрявцев на бас-гитаре, ну и я на вокале, плюс ИГИЛ и наша заслуженная артистка Республики Тува Сайлы Коммун на вокале. Такой весьма разношерстный, но знаменитый всем состав участников, но ты говоришь, что один из вас в Абакане. А как происходит репетиция? Не один из нас. Не один из нас, а 3 получается у нас в Абакане. Ну, стараемся, ну, Слава в основном старается сюда приехать, чуть-чуть нас поднапрячь там с музыкой. Иногда мы туда ездим чуть-чуть, чтобы что-нибудь записать. Вот, допустим, в данное время 3 песни записаны. Мы всегда, то есть на расстоянии было все это записано. Вот по сравнению с тем, как была организована деятельность у Хартыга, насколько мне известно, я сам бывал несколько раз, была студия звукозаписи, даже, ну, не студия звукозаписи, а репетиционная база на территории Тувинской государственной филармонии. Сейчас где вы этим занимаетесь? Ну, сейчас у нас нигде ничего нету. Приходится играть, ну, в основном в рок-клубе. То есть на аппаратуре Тувинского рок-клуба. А аппаратура в данное время находится в рок-баре. Рок-бар здесь у нас. Второй проект – это проект электронной музыки. Я бы, наверное, сказал, этно-дип хаус. Вот этим занимается мой друг из Абакана, его зовут Серега Семенец. Ну, мы уже выпустили альбом электронный, тоже можно послушать уже на всех площадках. Альбом называется «Балыкчы», что в переводе «рыбак». Почему такое название? Ну, моему другу стало интересно, как это будет звучать слово «рыбак». Я ему говорю «балыкчы». Он такой послушал, мне нравится. Ну, так и оставили название. Ну, а там
О составе давай поговорим, О составе самого проекта. там нас двое только. Ну, основную работу он делает, то есть он придумывает какие-то звуки, вставляет. Я поверх всего этого дела записываю, он все это снова красиво равняет, мастерит, так скажем. Ну, на всеобщее обозрение. Зову всех тоже послушать. У меня дома очень часто в выходной день играет альбом. Я сейчас не выговорю название. Это твоя совместная работа с органом. Как тебе, человеку, больше, скажем так, работающему в каких-то необычных проектах, связанных с классическим звучанием, было вот вхождение в электронную музыку? И это какой-то процесс исследования, либо такого творческого любопытства, либо какой-то внутренний позыв. Вот как такой скачок произошел? Ну, вообще, думаю, что каждый музыкант, наверное, всегда в пути, даже если это очень знаменитый, то есть именитый, легендарный музыкант. Ну, процесс искания, он будет всегда идти, а то, что я в электронную музыку там. Вот ты говорил, что появилась любовь к гитаре и определенное вот желание выучить этот инструмент, овладеть им. Об этом еще поговорим. Нету ли желания и попробовать себя за диджейским пультом, как раз таки в изобретении звуков, в сведении? Да, я подумываю про это. Я сейчас друга попросил, Монгушславу, чтобы он... Ну, у меня сейчас в данное время нету компьютера своего, он мне сейчас привезет ноутбук. И начну учить программу. Как это все работает, да. С чего начнешь? Ну, не вот знаю. когда поймешь, когда какие кнопки нажимать, я потому что вот сам этого не умею. Именно за электронное звучание возьмешься или как-то сразу игил туда подключишь? Постараюсь сразу игил туда подключить, потому что без игила никак. Ясно. Слушай, я очень часто задаю музыкантам этот вопрос. Бывает ли такое, что ты слушаешь музыку и думаешь, ну почему вот это сочинил не я? У тебя такое бывает? Если бывает, то что за треки? Если так сказать, я не задаюсь таким вопросом, потому что я мало чего сочиняю. Вот, это очень редкое явление, если я что-то сочиняю. Но если я сочиняю, только внутри себя. То есть редко это когда выходит через пальцы. Ну, не было такого еще ни разу. Ни разу. Прошедшую пятницу на базе арт-кластера Артха у вас был совместный джеймсейшн. Как прошло? Было интересно. То есть я специально хожу на такие места. Я смотрю, слушаю, кто как играет. Может, какой интересный музыкант появится там. Молодых очень много, которые вот хотят играть, создавать что-то. Думаю, что наша тувинская музыка, она еще удивит нас. Вот говоря о молодом поколении музыкантов, как раз таки здесь стоит еще раз упомянуть арт-кластер Артха, что он под своей крышей у себя на территории собирает достаточно большое количество талантливых людей, талантливую молодежь. Вот ты сам как оцениваешь, когда громко зазвучат, как в свое время зазвучала Хартыга, вот творчество подрастающего поколения? Я вижу у молодежи глаза горят. Они хотят делать. И надеюсь, да, опять-таки повторюсь, надеюсь, что еще будет. Но я сейчас, правда, ничего не увидел, но, может быть, я не в том месте смотрел. Не в то время, да? Не в то время, но я жду, что будет какой-то новый проект со стороны молодежи именно. Я сейчас в данное время отношу молодежь, это те, которые учатся там, в колледже искусства, может, в других там учреждениях. Но я жду, пока я не увидел ничего. Вот сейчас планируется ли, хотя бы в планах,
какой-нибудь тур по России, возможно, в какое-то ближайшем обозримом будущем? Возможно, по республике. У меня сейчас учеба, я на другом сейчас зациклился. Но все равно, насколько мне известно, в ближайшее время, вот уже даже на этой неделе, можно будет и ознакомиться с твоим творчеством. Насколько я знаю, на вечеринке, посвященной 15-летней радиостанции «Голос Азии». Насколько я обладаю информацией, ты будешь выступать. Да, я буду выступать. Я буду выступать с ребятами. Этот проект новогодний, как я говорил, где я играю на гитаре. Ага. Что зрителя будет ожидать в Райдане? Но мы слишком сильно не стали мудрить, не стали сочинять новых песен. Решили все брать с нашего тувинского фольклора. Это тувинские народные песни, то есть уже в нашей интерпретации. А аранжировка будет как раз таки связанная с дипхаусом, либо вот то самое мясо гитарное? Это будет не дипхаус, это будет полумясо. Полумясо, да? Чтобы можно было ознакомиться, да? Значит, помимо выступления на вечеринке радиостанции «Голос Азии», где и когда можно будет тебя еще услышать в ближайшее время? Все-таки приближается Новый год, это волна корпоративов и кучу свободного времени и мероприятий в период самих праздников. Может быть, как-то уже по датам известно. 27 декабря в рок-баре, в рок-баре будет новогодняя корпоративная тусовка Тувинского рок-клуба. Угу. Итого, значит, 3 больших мероприятия. Это 15-летие радиостанции «Голос Азии» в Райдане, также 15 или 16? Нет, 16 декабря. Потом 15 у вас будет открытие зала банкетного «Алчей» и 27-го «Рокобар». Да. Насыщенная программа. Ну, пока что да, вот так вот. Начин, не смеем тебя сильно больше отвлекать. Тебе спасибо большое, что нашел время прийти. Надеемся, что будем встречаться чаще. Да. Тебе от лица редакции интернет-канала «Республика» и от себя лично желаю только успехов, всего самого лучшего. И, уже можно сказать, с наступающим 2024. Вас также. Спасибо.